Так, проверяем звук, вроде слышно, видно. Так, проверяем звук, вроде слышно, видно. Так, супер. Трансляцию запускаем. Так, закрепляем сообщение, приветствую. Так, немножко осталось. Так, немножко осталось. Давайте подождем. Прежде чем кто-то подключится, я так полагаю, что коротко расскажу о себе, о своих каналах. Вы можете подписываться на мой... Есть английский канал. Вот. «Хочу и смогу» английский язык, есть якутский язык онлайн. «Хочу и смогу» тоже серия. Это уже якутский изучаем. И есть у меня канал Скотт. В общем, там новости спорта, шоу-бизнеса и так далее. Какие-то выводы делаю с точки зрения психологии. Вот. И могу кому-нибудь, если задонатите и напишите в комментарии, там, допустим, в Сбербанке или в Donation Alerts, какую-то тему разобрать, посижу, подумаю, напишу сценарий и сделаю в своем стиле шортс, который я обычно делаю. Так, я рад, уже подключились зрители. Сегодня мы будем повторять. Повторим, наверное, все материалы, которые у нас были до этого в эфирах. Будем несколько раз их проговаривать. Начнем, наверное, с простых, давайте таких, которые будут более знакомы всем. Так, начнем с простого. Это то, с чего говорит первое слово, которое скажет человек. Это у нас «ие». Вы можете проговаривать «ие». Мы несколько раз будем стараться все слова проговаривать и стараться переводить. Желательно переводить сразу в то же мгновение. Ну или время подумать. То есть первое время, естественно, будет медленно. Простите, я с работы пришел. Можно не сразу вспомнить какие-то вещи. Вот. Пожалуйста, напишите в комментариях, откуда смотрите. Начнем какое-то общение, чтобы видел обратную связь. Или напишите перевод «ие». Старался успеть. Все включил, все сегодня все работало сразу. У нас еще есть такая игра. Я взял под контроль. Лучше контролируемая игра, чем никакая, чем когда зрители сами первыми начинают. В общем, есть такая игра, называется «На кого я похож». Вот у меня есть такая таблица. Да, она скопируется вся в чат. Это вот сколько раз меня кто называл как. Вы можете тоже подключаться к этой теме. Вот такие дела. Ну, в общем, ИЕ. Видимо, не все знают. ИЕ – это у нас... ИЕ – это у нас мама. Так.
Так, на английском почему-то. Е. Это у нас мама. Так, давайте по аналогии попробуем. Включайтесь. Ага, это у нас кто? Ага, это у нас папа. Давайте проговорю, чтобы было все. Ага, это у нас... Да, папа. Слепцов Афанасий, здравствуйте. Приветствую. Да. Ютюэ Кеханен, добрый вечер. Доброго вечера. Так, ага, папа, отлично. Ого. Очень здорово, если вы будете подключаться, потому что будет идти как диалог. Ого, это у нас кто? Добрый вечер. И те, кто будет пересматривать эфир, для них будет очень полезно. Я надеюсь, у вас нормально видны комментарии, потому что у меня почему-то на телефоне не отражаются иероглифы какие-то. Да. Ого, это ребенок. Вы супер. Вы, наверное, владеете якутским языком. Мы можем также, то есть сейчас проговорим, допустим, 10 слов, попереводим их, потом можете задавать вопросы, пообщаемся, поговорим, и дальше потом продолжим. Уау. Я за то, чтобы базу, люди, чтобы знали. Это было бы неплохо, даже те, кто не знает, допустим, якутский язык, чтобы какие-то слова простые, там мама, ие, папа, ага, ого, ребенок, да, уол, мальчик, правильно. Кстати, можно же написать Богданчик топ, привет, всем добрый вечер. Так как некоторые, я полагаю, клавиатура же русская, скорее всего, хотя можно на телефонах переключить, сейчас скачать Саха, на Саха писать. Давайте попробуем написать по-якутски, как будет девочка. Девочка, девушка. Ну-ка, девочка. Напишите, пожалуйста, потому что для этого достаточно клавиатуры русской. Может быть, кто-то... Да, все верно, Слепцов Афанасий, спасибо вам. Кыс. Две гласных – это как ударение больше идет. Так, вспоминаем, кто у нас дальше идет. Сейчас, возможно, меня будет кто-то править, а я в ответ. У меня есть работа с возражениями. Эге. Так, извиняюсь. Настраиваем камеру. Эге, это у нас... То есть мы кого вспомнили? Ие – это у нас мама. Ага – это у нас папа. Ого – это у нас ребенок. Уол – это у нас мальчик. Кыс – это девочка. А эге – это у нас... по аналогии подумайте, кто у нас. Мы перечислили маму, папу, там, мальчика, девочку. Эге – это у нас... Дедушка. Ну вот я так и думал сразу. Но вот как считается? Эге, это вот когда две да в конце, это как обращение. То есть если как обращаемся к дедушке, будет эге. А если просто дедушка название, то эге, сокращенно. А так тоже правильно. Но это как обращение эге. И вот также будет, допустим, обращение будет эбе. Напишу. Это как обращение будет как? Я, насколько знаю, чем чаще повторяешь, чем чаще идут в разговорной манере, тем легче запоминать. И мозг сам срабатывает, он может даже слушать. Но стараться надо повторять слова, то есть в голове представлять буквы и повторять по много раз. И не устаю напоминать, как я в детстве учил слова, когда я был маленький, я говорю: пап, что такое тщательно? Он говорит: ну, когда ты там руки моешь, очень там усердно, там, и я бегал сюда тщательно. Это моя любимая золотая легенда. Вот. Напишите, что такое Б. Ну, тут очень логично, очень похоже. Кстати, ЭГ, давайте я напишу, у вас русская клавиатура. Можно скачать якутскую клавиатуру в андроиде, в айфоне, там появились такие вещи. Вот, допустим, как пишется ЭГ, дедушка. ЭГ. Либо ЭГ и две Э, да? ЭГ. Эге, это типа обращение к дедушке. А вот ЭБ – это бабушка. ЭБ.
Эбе бабушка, а эбе, обращаюсь к бабушке, это бабушка. Так, смотрим. Значит, мы что повторили? Ие. Вспоминаем. Это у нас мама. Ага. Это у нас папа. Уол. Это у нас мальчик. Кыс. Это у нас девочка. Эге. Это у нас дедушка. Эбе. Это у нас бабушка. Вы можете перейти, вот одноименный телеграм-канал будет. Видите, вот внизу, вот где сердечко с нашим флагом, это Can Learn EKT. Can, нижнее подчеркивание, Learn, нижнее подчеркивание EKT. Перейти в этот телеграм-канал, и там есть тесты с вот этими словами. Именно, ну, там последовательность будет уже разная, там бесконечно такой тест, и там можно запомнить, как в приложении Polyglot, и все это абсолютно бесплатно. То есть я там сайт такой нашел, Вилема, шикарный, потрясающий, и мы с разработчицей связались, мы там добавили кучу функций, в общем, улучшаем его потихоньку. Иногда я обратную связь даю, и она тут же что-то делает. Я предложил ей сделать кроссворд, она его сделала, но почему-то там с кроссвордом какой-то идет сбой. Потом, может быть, с ней тоже разберемся. Именно на якутские буквы там почему-то. Так, значит, еще раз давайте повторяем. Теперь попробуем в обратную давайте сторону. Вы попробуйте поговорить на слух, потому что listening, ну, слушать, это самое важное. То есть я сейчас не буду писать, я вам буду говорить на русском, а вы попробуйте перевести это на якутский, на сахат-ла, на якутский язык. Мама, давайте, даю вам 5, 4, 3, 2, 1. Мама у нас это ие, мама. Папа у нас, прям проговаривайте, не стесняйтесь, только так будем запоминать. Папа, я молчу. Кто справился, тот молодец. Папа у нас ага. Сейчас мы последний раз тут повторим и к словам перейдем, которые повторяли на предыдущем уроке. Угу. Ага, правильно. Ребенок у нас. Спасибо за комментарии, спасибо за вашу активность, проявляйте тоже активность. Не бойтесь ошибаться, в этом ничего нет такого. То будете запоминать, что нам ошибаться неприятно. Ребенок у нас как будет? Ну да, вот можно писать. Да, ну можно так написать. Ого. Так, ну вообще ого в данный момент используем. Так, отлично. Так, что мы еще? Так, мама, папа, ребенок. Мальчик у нас. Проговариваем. Мальчик это у нас. Всем, кто ответил, молодцы. Уол это мальчик. Девочка у нас. Вспоминаем. Прекрасное слово. 5. Без. Тёрт. Üs. 2. Bir. Так, читаю в обратную сторону, да? С акцентом. Значит, что у нас? Девочка это кыс. Дальше у нас идет дедушка эге. Кстати, кто знает, как еще второе значение эге? То есть не только дедушка это есть, а это у нас еще есть какое значение еще имеет? Там такое одно животное, которое также живет в Якутии. Оно скелетом похоже на человека. Да, все верно. Все верно. Спасибо. Так, это медведь. Значит, у нас эге, это у нас дедушка, медведь. Так, дальше. Эбе, это бабушка. Ладно, все, это мы проехали, повторили. Так. Такие сложные слова мы, наверное, пока не будем. Давайте повторим то, что было в прошлый раз. Значит, вспоминаем с вами, что такое вопрос. Крайние шорты у нас идут с этим вопросом. Что такое у нас вопрос? Аган. Напишите, пожалуйста, на русском. Аган. Кстати, на казахском я вот сегодня с парнем одним разговаривал, он сказал, у него, по-моему, как-то качан или как-то так. А на кыргызском, по-моему, кашан как-то так вот. Если я не ошибаюсь. Аган – это когда, да. Аган – это когда. И вот мы в шортах с вами разбираем, и не только в телеграм-канале, там тоже есть тесты на эту тему, как ответить на вопрос «когда». То есть
мы стараемся использовать такие разговорные фразы, да, и ответы. То есть вы всегда можете обратиться к маме, к папе, к бабушке, к дедушке, ну, благо, если у кого-то живы, дай бог, и счастья вам. У меня, к сожалению, бабушек, дедушек уже нет живых. Ну, то есть это такие слова, которые можно использовать в повседневной жизни. И вот Хаган, когда? И вот мы отвечаем, да. Допустим, вспоминаем предыдущий урок. Так. Сарсерда. Сначала слушаем меня, Сарсерда, а потом смотрим чат. Сарсерда. Я надеюсь, у вас комментарий нормальный, потому что у меня в компьютере нормально вот написано, а вот в телефоне у меня какие-то иероглифы китайские почему-то идут. Да, все верно. Сарсерда – это утром. Ну, или утро, да, утром. То есть Хаган, когда? Сарсерда, утром. Уже так можно отвечать. То есть уже можно там, со второй половинкой или с кем вы вместе проживаете, или с семьей. Уже такое использовать. Ага, когда? Сарсерда, утром. Когда будет это делать, да? Утром, сарсерда. Все верно. Дальше. Хаган, когда? Күнүс. Хаган, когда? Күнүс. То есть очень важно раз в неделю хотя бы повторять или использовать. Днем, верно. Хаган, когда? Сарсерда, утром. Хаган, когда? Днем. Так. Дальше у нас. Когда? Кехе. Кехе. По аналогии. Что у нас дальше идет, кто не знает. Но вот, чтобы было, сейчас, естественно, вам легче, что вы будете понять, что я по последовательности говорю, а вот если вы перейдете в телеграм-канал Can Learn КТ, то там сможете пройти тесты. А в тестах там последовательность может быть разная. Я старался делать, чтобы там случайным образом было. Кехе – это у нас вечером. Вы супер, спасибо вам. Спасибо вам за вашу активность. Так, значит, что у нас? Повторяем. Чем чаще повторяем, тем лучше запоминаем. Утром это у нас сарсерда, днем это у нас күнүс, и вечером у нас кехе. Так, дальше. Тюн, тюн, тюн. Хаган когда? Тюн. Тут два раза у меня написалось. Ну ладно, допустим. Ночью, да. То есть мы сейчас с вами знаем Хаган когда? Сарсерда, то бишь утром. Хаган когда? Күнүс, то бишь днем. Хаган когда? Кехе, то бишь вечером. И Хаган когда? Тюн, то бишь ночью. Теперь Хаган когда? Бүгүн. Так, бүгүн. Сейчас напишу. Бүгүн. Кстати, очень полезно, когда эта клавиатура установлена на телефоне, именно с HTML. Там можно и как русскую использовать. Да, бүгүн – это сегодня. Все верно. Ее можно использовать как русскую клавиатуру, потому что там в основном как русские буквы стоят, русский алфавит. Но нажимая на определенные буквы, ну, по аналогии, что Г – это Г, да, там и так далее, О – это Ö, то есть нажать и держать, и она превращается. И вся польза в том, что можно начинать слово писать бүгүн. Вот, допустим, вот можно привыкнуть по-русски как бугун, да, и, ну, и так неправильно как бы и в голове будет откладываться. А если вот начать писать с якутской клавиатуры, там прям варианты будут. Ну, сверху уже есть такие выделения, там, я не знаю, Т9 или подсказка, как правописание. Сверху сейчас в телефонах появляется. И он показывает вариант. И вы такие, помните, что бюгын? А как пишется, не помню. Начинаете вводить, и вам варианты. И вы такие, ага. И вот как бы помогает тоже в практике писать. Очень удобно с клавиатурой Саха. Бюгын сегодня. То бишь, сегодня мы уже повторили с предыдущего эфира довольно быстро, что когда это у нас что? Хаган. Хаган. Утром это у нас что? И повторяйте в голос со мной говорите. Это сарсерда. Днем это у нас что? Даю подумать.
Gündüz. Вечером. Вечером это gece. Ночью. Это у нас tün. И сегодня это у нас что? Думаем. Я думаю, вы молодцы, вы уже все поняли. Сегодня это у нас bugün. Так, давайте теперь посложнее. Это то, что сегодня было в шортсе, то, что сегодня я записывал и быстро смонтировал относительно. Старался смонтировать побыстрее и выложить. Кто видел, кто не видел, посмотрите. Кто видел, спасибо, молодцы, ставьте лайки. Спасибо вам. Так, давайте попробуем сначала то, что более созвучно и больше, как бы, можно догадаться. То есть продолжаем отвечать на вопрос Хаган, когда? Сотору. Сотору. Сотору это у нас Слепцов Афанасий. Нам всем подскажет в чате. Сотору. Самый активный, самый потрясающий человек. Сотору у нас. Сотору. Давайте, даю вам время. Возможно, у нас Афанасий вышел, раз активность. Так, ну давайте тогда я вам озвучу, чтобы вам сильно не было так сидеть, а будем начинать сразу запоминать. Потому что основная цель – пообщаться, вы можете задать вопросы, напишите, откуда вы пишете, откуда вы смотрите. Значит, bugün – сегодня, сотору – скоро. Так, теперь, мне кажется, даже для эфира слишком много слов будет, хотя это все повторение идет. Нет, мы, наверное, сегодня все-таки сделаем еще где-то в 10 слов. Сегодня 5 будет новых, и 5 вот сейчас повторяем. Сарсын, как думаете? Мы с вами определили, что такое у нас сегодня, да? Сегодня у нас bugün. Мы выяснили, что такое сотору, да, скоро. А что же такое сарсын? Допустим, вот сегодня это bugün, это 9, а 10 это какое? Это сарсын. Можете просто написать по-русски, попытаться угадать. Сарсын. Ну хорошо, сарсын это завтра. Не стесняйтесь писать свои вопросы, любые вообще. Обо всем можем поговорить, обсудить. Сарсын это у нас завтра. Сарсын это у нас завтра. Сарсын завтра. Сотору скоро. Bugün сегодня. Чувствуете, как начинаете уже запоминать? Bugün сегодня, сарсын завтра, сотору скоро. А если перейдете в телеграм-канал Ken, нижнее подчеркивание, Learn, нижнее подчеркивание, КТ, там будут тесты с этими словами. Там есть раздел с тестами Хаган. Хаган когда? Когда? Сегодня. Bugün. Когда? Хаган. Завтра. Сарсын. И Хаган. Когда? Скоро. Сотору. Так, хорошо. Завтра мы выяснили. 10, да? А как будет? Давайте такое слово напишем. Оно для меня очень тоже сложно в произношении. Öğün. 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 Очень интересное слово. Это, то есть сегодня у нас bugün 9, да? Завтра это у нас сарсын 10, а öğün 11. Это когда? Есть такой фильм. Напишите, пожалуйста, в комментарии, знаете ли вы такой фильм, смотрели ли вы, понравился ли вам. Спасибо за лайки.
Так, ну, я думаю, вы догадались. И июнь, июнь, это у нас что? Послезавтра. Послезавтра. Надеюсь, правильно написал. Вот, послезавтра. Так, закрепляем. Бегун. Сегодня. Сарсын. Проговариваем. Завтра. Сарсын. Бегун. Сотору. Сотору – это скоро. Ну, созвучно в целом. Сотору – скоро. Сарсын – завтра. Бегун – сегодня. Июнь. Июнь. Как фильм «Послезавтра». Июнь. Дальше. Продолжаем такую же тематику. Хаган. Когда? Хаган. Когда? Спасибо, спасибо. Это вы лучшие. Это приятно. Обычно в таких ситуациях надо говорить: на себя посмотрите. Есть такое слово интересное. БГГ. БГГ. Если вы не знаете, как произносится, ну, я считаю, буду это повторять. Во-первых, скажу, очень много мыслей одновременно хочу сказать, и надо замедляться. В общем, есть у меня ссылочки, и в Телеграм-канале я везде их публикую, здесь я в чате в самом начале написал, там есть как бы озвучка якутская. То есть вы можете ввести слово, там есть даже якутские буквы, если у вас нету клавиатуры. И, значит, нажать капсе, и она тут же создает такую аудиодорожку, вы нажимаете, и он проговаривает. И более-менее можно понять, как будет читаться слово. Естественно, будет с акцентом, ничего страшного. Вот индусы говорят с акцентом, но они прекрасно, как и носители, общаются, свободно говорят, свободно понимают, свободно смотрят фильмы. Значит, что надо так, что говорить с акцентом, все понятно, но как и на английском и так далее, но все равно понимать-то будут, и у вас будет все равно потом улучшаться. Чем чаще вы будете потом общаться, вас будет, может быть, подправлять, говорить там вот так, и вы будете пытаться, и со временем, наверное, интонационно можно начать говорить лучше. Значит, БГГ, БГГ, БГГ. БГГ – это у нас, то есть у нас бегун сегодня, сарсын завтра, а БГГ, напишите в комментарии. Я боюсь неправильно прочитать, я вообще G обычно читаю, да, но может быть Glenty Tube, да, Glenty Tube. Или Glenty. Классный никнейм, необычный. Сонечка, привет. Тоже классный ник. А вот это Сонечка 3.5 твердый знак, это у вас так предложил, потому что Сонечка была занята, и вам предложили, да, так? Забавно, потому что что означает это? Если это какой-то смайл, я просто не шарю. Я пытаюсь, конечно, шарить, но, видимо, не шарю. Но звучит прикольно. И Сонечка, и Glenty Tube. Извините, если неверно прочитал. В общем, БГ – это у нас вчера. Да, вот прописал. БГ. Все. Значит, Хаган. Когда? Хаган. Запоминаем. Хаган. Когда? Сегодня. Давайте. Я вас верю. Бегун сегодня. Завтра. Вспоминаем. Берки, yes. Значит, завтра это у нас сарсын. Молодцы, кто ответил. Вчера. Только что было. Вчера только что было. Это БГ. Так. Что мы еще там? У меня мышление потоковое и эфир потоковый. Тому в голове не держу. Так, значит, что мы сделали? Мы с вами прошли сегодня, вчера, завтра, послезавтра. Сложное слово. Там такая, как О, внутри такая и краткая. Потом
две, да? Ну, как ударение. Ün, ün. Послезавтра это как кино. Вы вошли в кинотеатр на ün. Давайте отвлечемся сейчас коротко. Напомню, что не буду неустанно напоминать, что Дахсун, спортивный комплекс, это дерзкий Дахсун. Мадун, это у нас мощный. Вот проходите мимо Дахсуна, дерзко проходите. Дахсун, дерзко. Мимо Мадуна мощно проходите. Мадун, мощный. Мимо ТЦРЛ, это где кинотеатр Лена, ТЦРЛ проходите и чувствуете надежду. Надежду чувствуете. Имя такое есть. РЛ, надежда. Проходите мимо бассейна Долгун. Там, видите, такая, знак такой под ним. Волна это, Долгун. Значит, давайте, я вас отвлек специально. А теперь вспоминаем. Аган, когда? Утром. Сарсерда. Вот, я думаю, у вас уже получается. Аган, когда? Днем. От слова солнце, день, это, да? Күнүс. Днем. Аган, когда? Вечером. Это у нас как? Кехе. Аган, когда? Ночью. Это у нас... Надеюсь, не сильно кричу на этот микрофон, птичка. Он вроде далеко стоит. Пишите, если сильно громко. Я буду потише. Да тюн. Аган, когда? Сегодня. Бүгүн. Ой, я надеюсь, это будет полезный выпуск, что люди будут смотреть эфиры и запоминать. Так. Значит, сегодня бүгүн. Вчера бе. Завтра сарсын. Послезавтра, как кино, это такая о была, визуализируем, о с такой палочкой, это ö, и краткая, ü, две такие у, как y, да, и n, ün, это послезавтра. Сотору это у нас скоро. Сотору это скоро. Так, значит, что мы прошли с вами? Сасырда, күнүс, кехе, тюн, бүгүн, бехе, Мы еще с вами не прошли, мы прошли послезавтра, июнь, а мы еще не прошли с вами позавчера. Вчера у нас бехе, а позавчера, вообще интересная фраза, это устойчивое выражение, иллерекюн. Сейчас я вам напишу ее. Иллерекюн. Иллерекюн, мое любимое слово, иллерекюн. Видите, я использую детский метод. Детский метод это называется, когда постоянно повторяешь одно и то же слово. Я так английский учу. И оно запоминается. Используешь. Иллерекюн. Это у нас позавчера. Иллерекюн позавчера. Так. Давайте еще раз повторяем эти 10 слов в быстром темпе теперь. Ну, иллерекюн будет сложно повторить. Иллерекюн позавчера. Потому что беге вчера. Иллерекюн позавчера. Иллерекюн. Это, знаете, есть такой мем, видеомем, да, такой, когда... Или это было в уральских пельменях. Уральские пельмени, по-моему, было. Там родители из 90-х учат своего ребенка, как нас учили, да? Там или отец, или мать там спрашивает. Это какая буква? Это ше. Ребенок, ше. Молодец. А это какая буква после ше стоит? Ребенок опять не знает. Это ща. Ну или там ха, допустим. Угу. Теперь он заново возвращается, родители, говорит. А до х, говорит, какая буква была? И ребенок опять забыл. Хотя только что слышал, что иллерекюн это позавчера. Иллерекюн. Так вот, это так пытаюсь вас отвлечь, чтобы вы все равно вспоминали. И потом, и уже родители злятся и орют там, это была ша там. А ребенок ша. А после ша что было? Он должен х назвать. Ребенок опять потерялся. Там уже родители орет. Вот здесь такая же ситуация, я пытаюсь специально возвращать. Вроде иллерекюн только что запомнилось,
А когда после там сарсерда, кюнюски, тюнь, уже начинает голова забывать. Но это не беда. Со временем будет все запоминаться, если периодически повторять. Вначале всегда сложно, а потом очень легко. Главное постоянно повторять. То есть утром встали, сарсерда, днем пошли, кюнюс, днем идем. Вечером идем, кехе, ночью тюнь. Сегодня встретиться решили, бюгюнь, бюгюнь. Вчера, бехе, иллерекюнь. Позавчера, сарсын, завтра. Когда встречаемся? Сарсын, завтра. Послезавтра, июнь. Вспоминаем кратко, и н. Июнь, послезавтра. Когда сделаешь домашнее задание? Когда выполнишь работу? Сотору, скоро. Вот так, если использовать слова такие, можно их на листочек выписать, и будет сказка, будет получаться. И где-нибудь на работе объяснить знаниями. Да. Так, ну и последний. Я же говорил, стрим будет небольшой, и мы потом сейчас еще все повторим, которые сегодня опять делали сначала. Третья часть ответа на хаган. Когда? Я часто говорю в своих шортсах, переведите раньше меня. Раньше меня мин иннине. Раньше меня мин иннине. Поэтому что у нас иннине? Иннине это у нас что происходит? Как переводится иннине? Напишите, как вы думаете. Там, конечно, можно несколькими словами это перевести. Иннине это у нас переводится... Ну, вы, наверное, не знаете. Иннине это перед. То есть, перед, раньше. Получается, что мин иннине, мин это я, да, иннине, то есть, раньше меня. Раньше меня это мин иннине, а иннине это перед или раньше. Там разные синонимы можно использовать. Кстати, как и дахсун и так далее, потому что я в основном разговаривал, когда с людьми, не все, когда по-якутски говорят или по-английски и так далее, никто не переводит в голове. Просто знаешь, что дахсун, как бы, значение как бы понятно. Это как бы слово как слово дерзкий. Ты же понимаешь, что такое дерзкий. И не пытаешься его как-то перевести как-то по-другому, и все. И поэтому обычно, когда спрашиваешь, как переводится, допустим, дахсун, многие могут задумываться, потому что много можно значений подобрать, но в целом это дерзкий. Мадун – это у нас мощный. Долгун – это у нас волна. Да? РЛ – это у нас надежда. Так, иннине. Иннине – это перед. Да? Перед. А есть такое, смотрите, у нас хаган. Хаган – это у нас когда, а хаганда, как думаете, это вообще, вот вы удивитесь. Это такое как устойчивое выражение. Хаган и да отдельно. Хаганда – это как на английском never. Кто знает? Хаганда. Хаганда – это никогда. Никогда. Never. Так. Сейчас мы вот еще 3 слова новых изучим и начнем повторять весь материал. По кругу пройдем и заканчивать будем. Время быстро летит. А это супер. Знаешь, мне интересно. Хаган. А вы, кстати, замечали, что маленько давайте отвлечемся, а то все учеба, это же тоже устает мозг и скучно. Замечали, как время быстро летит? Вот мне, допустим, лет не так мало, и у меня после 27 потекло время очень быстро, и вот сейчас после... Ну, подумайте, сколько мне лет. Кто наверное, не знает, напишите, как думаете, сколько мне лет. В общем, сейчас для меня год идет, я не знаю, месяц для меня как неделя. Я пытаюсь все успеть, я пытаюсь там английский учить, пытаюсь каналы вести, пытаюсь работать, да, ну, обычной работе пока что, да. И пытаюсь как-то даже какие-то время когда-то находить, отдохнуть, какое-то время, но время пролетает очень быстро. В общем, вам нравится больше меня слушать, чем писать. Ну, окей, ладно, допустим. Но вопрос подвешен. Замечаете ли вы, как быстро все летит и сколько считаете мне лет? Также есть у нас рубрика «На кого я похож». Вот она, в самом начале, если перемотать. Блин, как это сделать?
Меня называли на стриме сын Лепса. Ну, это, наверное, такое поиздеваться. Лепс называли, наверное, из-за очков. Безруков назвали. Не знаю, я не считаю, что я похож на Безрукова. Джон Леннон. Джон Леннон меня называли уже 8 раз. Не 84, как-то неправильно перенеслось, а 8 раз за всю мою жизнь. Это в жизни называли меня. Никита, да, что-то написал. Никита, я сейчас вас посмотрю. Никита. Сутки сократились. Кстати, может быть, есть такая теория. Даже вот секундные стрелки, если посмотреть, они как будто быстрее двигаются. Обращали внимание? Как будто бы минута быстрее стала. Может такое быть? Все возможно, да, в этом мире? Пофантазировать, представлять всегда интересно. Так. Я забыл, о чем я говорил. Как меня называли? Меня вот, отвлечемся маленько. Меня называли Джон Леннон. Я с длинными волосами ходил. Вот, если вы зайдете в мою группу Can Learning IT и попросите меня напишите сообщение, там куда-нибудь комментарий, отправь фотографии, когда я вот снимался, там, в советском кино и так далее, я с длинными волосами ходил. И мне все актеры говорили, и люди, и в семье говорили, да, что на Джона Леннона похож. Прикольно. Я даже свой сайт, есть, короче, сайт такой, там про музыку, в общем-то, туда стихи выкладывал, что-то в таком роде. Как же он назывался-то? Ну, если интересно, вот напишите там в телеграм-канале вопросы. Я потом посмотрю название сайта. Там у меня есть фотки, и там тоже люди, которые случайно заходили, писали, что Джон Леннон. Естественно, сейчас не похож. Это образ должен определенный быть, да, то есть определенная прическа, определенный там этот самый визуал. Потом следующее у меня там в моей жизни много раз говорили, что я на Киану Ривза похож, но я раньше был очень молчаливый, скромный, в принципе, таким и бываю, но с возрастом становлюсь более таким пробивным и общительным, да, ну, как и Киану Ривз. И мне девушки говорили раньше так, то есть, допустим, встречаешься с девушкой, она говорит, что ты похож, оказывается. Ну, у меня просто внешность сахаляр, да, смешанный, у меня она все время меняется, я себя иногда в зеркало не узнаю, я по-разному выгляжу. Так. Значит, вспоминаем. Мин инне. Это мин инне. Это раньше меня. Мин инне. Раньше меня. Инне – это перед. Перед. Инне. Инне. Никогда это у нас хаганда. Кстати, вот можно как запомнить, что хаган – это когда, а добавляем никогда. Получается хаганда. Да? Есть еще простое слово, очень созвучное с русским. Я думаю, вы догадаетесь. Это «эсё». «Эсё». Это такая буковка «о», внутри у нее такая тильдочка, да, кривая. «Эсё». Она созвучна с русским. Кто знает, напишите. «Эсё» – это у нас... Я как Лещенко заговорил, зашепеляю немножко. «Эсё». Когда на русском говорю, и переходя с иногда вот так получается смешно на русском. Еще это у нас еще. Или еще это у нас все еще, да, можно? Еще. Все еще. Так, осталось маленько. Антон. Почти как имя, да, только О. Антон. Это у нас затем, следующий, потом. Затем, следующий, потом. Я все пытаюсь созреть, записывать еще большие видео. Короткие уже более-менее научился монтировать. И фон делать, выставлять. Надо подумать, что с большим сделать. Было бы интересно тоже что-нибудь поразбирать, позаписывать. Ну, буду в будущем. Экспериментируем, адаптируемся, развиваемся. В общем, Антон. Это у нас затем, следующий потом. И тута. Тута это... То есть мы продолжаем отвечать на вопрос хаган. Хаган – это когда. Тута. Это сразу, тотчас. Тотчас, по-моему, слитно пишется. По-моему. Тотчас.
тотчас. Ну, слово оно такое. Тотчас. Тотчас. Это тута. Давайте теперь попробуем повторить эти слова, начиная с самого начала. А в конце вы, которые новые, уже забудете. Ну ничего, я их повторю. 2 раза будем повторять, внимание, 2 раза. Поэтому, внимание, настраиваемся, вспоминаем, что такое ие. К вам подошли и говорят ие. Не знаю зачем, но говорят ие. Ие это у нас, пожалуйста, комментарии. Даем 3, 2, 1. Ие это у нас мама. Ага, это у нас папа. Ого, у нас ребенок. Ол, мальчик. Кыз, девочка. Эбе, бабушка. Эге, дедушка. Кстати, вы можете местами менять, чтобы было сложнее. Или уол, мальчик. Ну, чтобы было проще и интереснее, вот заходите на телеграм-канал Can Learning KT, вот снизу, как мой канал называется, здесь только в Телеграме, прям собачка Can Learning KT. И там есть тесты и с мамой, и с папой, и с бабушкой, и с дедушкой, и с хаган, и с никогда хаганда. Значит, ие мама. Значит, давайте так, с русского. Мама ие, папа ага, ребенок ого, дедушка эге, бабушка эбе. Старайтесь в голове представлять эти слова, и сами слова, и ассоциации. У мальчик уол, девочка кыз. Я думаю, у вас это получилось, наверное. Так, хаган это у нас когда, а никогда. Что мы добавляем к слову хаган? Да. Аганда. Аганда это у нас никогда. Аганда. Иннене. Это перед или раньше. То есть мин иннене раньше меня. Я все время говорю, переведите раньше меня. Раньше меня мин иннене. Мин иннене раньше меня. То есть иннене перед раньше. Аганда это никогда. Хаган это когда. Отвечаем на вопрос хаган. Еще. И все. Еще. И все. Затем, потом, следующий. Это как имя, только о. Есть Антон, а есть онтон. Онтон. Затем следующий потом. Потом, онтон. Старайтесь как игру слов делать, и тогда будет запоминаться. Когда много раз повторяешь, используешь, это получается. Ну, должен быть эффект. Должен. По себе сужу. У меня память просто не очень. Я методом использования попыток и повторений потом откладываются в голове и на раз вспоминаются какие-то слова. Вспоминаем с такой, может быть, для русского, из русского слуха будет довольно непривычно. Сразу, тотчас, это у нас как? Сразу, тотчас, это тута. Кто ответил, тот молодец. То есть иннене перед, хаганда никогда, тута тотчас, тута тотчас, иннене перед, раньше, хаганда никогда, хаган когда, все еще, все еще, онтон это потом, 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 затем следующий, потом, затем онтон. Последний раз повторяем. Тута сразу, тотчас, тута сразу, тотчас. Онтон потом, все еще, иннене перед, хаганда никогда. Молодцы. Отвечаю на вопрос хаган когда? Вчера. Вспоминаем. Даю вам время. Думал, кто-то написал. Кажется, не написал. Я промотал вверх. Спасибо всем, кто пишет. Спасибо всем, кто ставит лайки. Спасибо всем, кто комментирует и смотрит мои видео. И тесты проходят. Я порой тесты выкладываю. Тесты выкладываю как и такие и разовые. Это вот в сообществе YouTube.
так и многоразовые, не многоразовые, а с результатом. Вот, я сейчас делаю. Следующий тест вот надо ставить, тоже будет на днях. Стараюсь найти время. Where are you from? Сейчас, секундочку. Так, вас, по-моему, написали, да? Бейен, Хантан, Соджаган. Дж. Дж это так читается. Дж. Дж. Поэтому как будто дж. Я, в общем, с Якутска, с республики Саха-Якутия, с города Якутска. Крайне долгие года, вот лет 10 жил в Москве, работал. Сейчас снова в столице своей родины. Да, есть такое дж. Так, давайте повторяем. Я хотел что озвучить-то. И что я сейчас отвлекался, писал. Я сейчас буду проводить трансляцию на другом канале. Вот хочу и смогу английский язык. Желтенький, видите? Can learn English. Тоже есть там и тесты, и озвучка, и так далее. В общем, тоже присоединяйтесь, подписывайтесь, буду рад. Вот, сейчас я туда перейду, там я буду проходить в приложение Polyglot, буду также писать текст, только там будет чуть посложнее. Здесь я пытаюсь все-таки такую просто словами базу, там более составление предложений и время такое посложнее будет. Поэтому туда тоже переходите, буду рад. Сейчас мы с вами будем заканчивать, я даю паузу, даю вам возможность что-нибудь написать, поговорить. Старайтесь писать все-таки на русском, чтобы мы могли, слишком много слов будет на якутском, да, то есть мы сейчас учим слова, и надо, чтобы оно не путалось, чтобы люди привыкали, потому что это для чего сделано, чтобы русскоязычные могли узнавать новые слова. Вот. Ну и я не супер прям все прям знаю, я как бы что-то понимаю, что-то я тоже не все знаю, как бы, век живи, век учись. Значит, что я хотел сказать. В общем, повторяем последний раз. Мы там не закончили, да? И, значит, хаган когда? Вы должны помнить. Никогда это хаганда. Еще это еще. Скоро это сутуру. Так, что мы еще вот вспоминаем? Какие мы слова? Можете вспомнить сначала на русском, то есть менять. Сначала вспоминали мы с вами на якутском, переводили на русский, а в голове можно перевести сначала, вспоминаем, что завтра, сарсын там, вчера, бэгэгэ, сегодня, бюгün, что мы еще проходили, днем, күнүс, ночью, күн, что мы еще проходили, утром, сарсерда, вечером, кегэ, дай бог памяти, еще и все. Так. Потом Антон. Как Антон, только О, да?
Бюсюрге. Как бюсюрге переводится? А как пишется? Вы на русском написали, я так, честно говоря, и не соображу, как это пишется. Там как две ю было или бюсюрге, да? Как пишется? Вот я такого не знаю. Бюсюрге. Бюсюрге. Не знаю, что-то знакомое звучание, но так не скажу. Ну, я так не соображу, если честно. Если кто знает, в комментариях напишите, пожалуйста. Бюсюрге, бюсюрге. Не знаю, надо слово посмотреть, как пишется. Так мне что-то не очень понятно. Это бюсюрге. Не знаю. Так, у нас цель выучить хаган. Хаган – когда. Так, хаган – да, никогда. Какие у нас еще слова были? Давайте вспомним. Иннене – перед. Тотчас – это у нас тута. Тотчас, тута. Стараемся запоминать так, чтобы более-менее было похоже. Скоро, сотору. Сложное слово послезавтра. Вспоминаем как с такой внутри, да? Кратко, н, послезавтра. Сарсын – это завтра. БГ – это вчера. Позавчера, вспоминаем, это такое устойчивое выражение. Я много раз сегодня повторял. На инчет. Иллере, кюн. Отлично, молодцы. Если что-то не удается запомнить, это ничего страшного, это нормально. Завтра лучше будет. Переспите с этой мыслью, включите, повторите или запишите. Завтра будет лучше. Мозг у нас ночью думает. Ложитесь вовремя, поспите. Так, кстати, 12 надо, кстати, выключать. Мне на втором канале провести быстренько стрим. Я хочу и смогу английский язык. Так, чтобы позаниматься надо. Значит, вспоминаем хаган. Когда? Сарсыр, да, утром. Күнүз, днем, кехе, вечера, тюн. Ночью, бегун, сегодня. Мы, по-моему, с вами все повторили сегодня. Мама и папа, ага, ребенок, ого. Видите, уже быстрее надо делать. У нас-то ночь, возможно, других только день. Может быть, но мне на работу ставить, да. Крис – девочка, уол – мальчик, эбе, когда к бабушке обращаемся, эбе, а когда просто бабушка, эбе, с одной эге, дедушка, когда обращаемся, и эге, это просто дедушка. И также эге, с одной да, в конце, это и дедушка, и медведь, напоминаю. Так, что мы еще? По-моему, мы все повторили. И вспоминаем. Дахсун, мимо Дахсуна идем, спортивного комплекса идем дерзко, мимо Мадуна идем мощно, мимо Долгуна проходим волной, мимо РЛ проходим с надеждой, мимо Челбона проходим как северная звезда, мимо спорткомплекса Сулус, это просто звезда, да, проходим как звезды, вот, Сулус, звезда. У меня, кстати, медалька есть по бегу, Сулус Спорт называлась. 2 медали, золотая и серебряная, первое и второе место. Прикольно вспомнить такое. Ладно, всем спасибо, кто был на трансляции. Пересматривайте, записывайте. Очень важно, когда вы на слух пишете, услышали, написали. Когда вы пишете, то есть даже когда... Ладно, не буду углубляться. В общем, на слух слушать, писать, это очень полезно. И говорить. Самое главное – говорить. Завтра, скоро, позавчера и так далее.
Айхал, 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 айхал. Я так стеснительно, громко, чтобы не орать до соседей. Давайте. Айхал, айхал, айхал. Вот. В общем, желаю вам доброго вечера. Утюэ кеханен. Желаю доброго вечера. Вот. Спокойной ночи. Переходите на канал «Хочу, смогу английский язык». Вот. Я там писал с него сегодня. Сейчас там трансляция начнется, там полчасика тоже посижу. Здесь получилось часик. Все. До свидания. В общем, не стесняйтесь, учите, пробуйте. Все равно это будет приносить пользу. И я считаю, мы, когда новые слова узнаем, когда что-то новое у нас мозг запоминает, нам это сложно, но зато у нас мозг новые нейронные связи закрепляет. Мы не тупеем, мы молодеем. Извиняюсь. Для этого в целом я всем и занимаюсь всю жизнь, все что-то новое, потому что я начинаю чувствовать, что я тупею в работе там и так далее. Да, мозг развивается, согласен. В общем, всем спасибо. Спасибо за комментарии, спасибо за лайки. Переходите в канал Telegram Can Learn IKT. Проходите тесты бесплатно, там все бесплатно. По желанию можете там от любой суммы хоть рубль отправить там на карту мне Сбер. У меня там автоматом идет в налоговую, там сразу фиксируется и вычитается налог. В общем, или Donation Alerts, как вам удобно. Если хотите, поддержите, будет приятно. И вы можете, напомню, посмотрите мои шорты на канале Can Learn IKT, якутский язык онлайн. Как я делаю шорты, в таком стиле я могу делать видео. В таком же стиле я делаю на английском, хочу и смогу английский язык. И в таком же стиле я делаю на канале Scott, третий канал. Разбираем там спорт, футбол, ЧБД, бокс и так далее. Какие-то такие вот моменты. Тоже делаю в таком стиле. Если вы хотите, чтобы я разобрал в вашем стиле тем, в этом стиле вашу тему, так будет правильно, присылайте донат, пишите, какую тему хотите, чтобы я разобрал. Ну, желательно все равно, чтобы что-то было такое более-менее известное, либо там про спорт, либо про звезд, либо там еще какие-то моменты. Я постараюсь, всегда там делаю не просто так, что выскочил, а стараюсь какие-то выводы делать, пишу сценарии, затрачу время. Поэтому, если вам интересно, я могу вас озвучить. Вы можете сказать, что озвучить только имя там и так далее, да. Все для вас, какой донат вы отправили, могу озвучить, и вашу тему сделать вот в таком шорте. Вот. И вам будет приятно, и мне хорошо. Вот. В общем, всем счастливо, до новых встреч. Постараюсь выходить по понедельникам после работы. Пока так. Вот. На английский сейчас переходим. Все, всем до свидания, всем пока, спасибо, кто был. Жду вас еще. Хороших снов. До свидания.